отметили свое 30-летие. И мы собрались в июле на очередную встречу с председателями местных организаций, встретились с представителями органов власти, и после, обсудив те результаты, которые мы как бы услышали, увидели, мы поняли, что в принципе мы зашли в некий тупик. То есть вот наша работа, которую мы проводили на протяжении, наверное, последних, может быть, лет, не знаю, там 6-7, вот так как-то, да, она практически завела нас, вот, ну, знаете, впереди мы ничего не видим. И мы долго обсуждали, у нас была достаточно бурная дискуссия, и, конечно, были разговоры о том, вести ли это агрессивные методы, ввести, да, либо это продолжать работу, чисто переговоры, разговоры. И в большей степени абсолютно все мои коллеги сказали, что, наверное, пора нам делать какие-то такие действия, чтобы власть все-таки заметила, что мы есть. И вот начиная с июля мы отработали новые проекты, которые у нас были в голове. Ну, в сентябре мы их подкорректировали, и начался новый этап. На сегодняшний день нас, людей, которые имеют некий такой вот статус, инвалид, определили как федеральные. И мы на сегодняшний день вот как бы крутимся здесь, в республике, и куда бы мы так абсолютно или спокойно, или наоборот неспокойно заходили, нам всегда говорят, что вот вы это федеральные там льготники и все остальное. Поэтому вот это вот улучшить качество жизни людей с инвалидностью здесь это достаточно непросто, потому что в принципе нужно изменить абсолютно все. Начиная с того, что должно появиться понимание, кто такой инвалид, должно все-таки измениться отношение, и мы должны сегодня, наконец, перестроиться, я имею в виду все общество, и в первую очередь, наверное, власть, с того, что инвалиды – это, как существует такой медицинский подход, да, инвалид – это больной, все. Что больному нужно? Понятно, лекарство, медицинская там помощь и все прочее. А мы сегодня хотели бы, чтобы все перестроились и принимали нас с точки зрения социального подхода. Что да, мы имеем этот статус, но на сегодняшний день не все из нас лежат в больнице, не все из нас лежат там и просто болеют, а просто мы те люди, которые имеем какие-то свои особенности и какие-то трудности. Вот для того, чтобы нас приняли обычными людьми, обычными гражданами, обычным населением Республики Коми, вот, наверное, вот это вот сегодня самое главное, что мы хотели бы, чтобы произошло, чтобы изменилось отношение конкретно к нам со стороны абсолютно всего общества. Самая первая и главная проблема, которая существует и которая меня просто всегда, вот, ну, я не знаю, я аж, когда я говорю, мозг закипает, это доступная среда. Но если мы будем говорить, что в 2020 году закону, который об этом говорит, будет 25 лет, то, наверное, есть у нас понимание, да, что за 25 лет мы сдвинулись на чуть-чуть абсолютно. И то сдвинулись потому, что это делать надо, но качества как такового нет. А второй вопрос, который у нас сегодня очень сильно беспокоит, это вопрос занятости инвалидов. То есть на сегодняшний день этот вопрос очень сложен. Я, слушая тех, кто отвечает за эту тему, да, в республике, я не знаю, я все время удивляюсь, откуда у нас такие огромные цифры. Потому что чем еще занимается наша организация? Мы мониторим ситуацию. Мы постоянно мониторим, что происходит в городах и районах по различным направлениям. И я не скажу, что у нас вопрос с занятостью это прям вот, ну не знаю, решенный, да, или хотя бы наполовину. Проблема? Проблема. Еще один вопрос, который нас очень тоже сильно волнует, это вопрос социальной реабилитации. Ведь сегодня человек, который попал в ситуацию, получив вот такой статус инвалида, в первую очередь, понятно, он нуждается в медицинской, но пролечили меня. А дальше мне надо помочь каким-то образом научиться жить в тех условиях, в которых я оказалась. Научиться садиться, научиться вставать, научиться применять те технические средства реабилитации и хотя бы узнать о них, какие существуют. Ведь сегодня большинство ребят, которые попали вот в такую ситуацию дома,
дома, в кровати, и никто не думает о том, что можно сделать абсолютно все, чтобы они ну, как, вот, смогли жить, нормально смогли жить, как все абсолютно люди. Вот социальной реабилитации как таковой для детей она, наверное, еще есть у нас. А вот для взрослых людей именно социальной реабилитации в Республике Коми ее просто не существует. Вопрос, который меня всегда как-то приводит в какой-то стопор, это вопрос создания условий для занятия физической активностью и спортом. Это шикарная вещь для людей, которые, предположим, не смогут там, не пойдут работать или еще чего-то, но они могут достичь великолепных результатов, да, в области вот спорта, стать чемпионами, прославить республику. Но сегодня у нас тоже здесь очень большой минус. У нас не выявляются люди, у нас отсутствуют и доступные объекты, у нас нет адаптивных тренеров, у нас не могут решить, кто должен дать справку человеку с инвалидностью, чтобы он пришел заниматься тем или иным видом спорта. Очень много вопросов, и я все время говорю, ну почему? Ну почему? И кто виноват-то? Дальше тоже пойдет и образование, и жилье инвалидов, потому что сегодня мы оказались изолированными, да, потому что жилье не приспособлено. Мы говорим, что давайте точечно решать, давайте помогать людям переезжать, менять их жилье, если они этого желают. Мы же не говорим насильственно. Если они желают, давайте создавать условия для выхода. Я часто думала над этим и сказать сегодня, что, например, там, ну то, что понятно, те государственные структуры, которые обязаны исполнять законодательство, это понятно. Но мне почему-то все больше и больше кажется, наверное, потому что мы Россия, что у нас очень-очень слабый надзор, контроль и надзор. Вот если бы все-таки наказывали чиновников, да, там еще кто должен создавать эти условия, мне кажется, может, было бы по-другому. Почему возник у нас вот этот проект? И почему он возник не просто, что мы выставляем там обращения, фотографии, а все сразу уходит в органы власти. И вот подведем итоги, да, там, в начале ноября и посмотрим реакцию не только органов власти, но и надзорных органов, контролирующих органов. Мы посмотрим, какова будет реакция. Я скажу, что, наверное, нет в большей степени. И здесь мне очень трудно говорить, что общество жесткое или там, ну, как бы им все равно, есть мы или нет. Мне кажется, что это, во-первых, наш менталитет, во-вторых, это наша история. Потому что, ну, чего греха таить, мы знаем все очень хорошо два, ну, просто момента сумасшедших нашей истории, да, 47-й год, когда просто всех инвалидов собирали и вывозили в Соловки, где был построен специальный такой лазарет. Вот. Потом, значит, 80-й год, когда Олимпиада проходила, а Паралимпиаду отказались проводить, сказав, что у нас инвалидов нет. Ну и так далее. И в мое время, я успела застать время, так получилось, что я стала человеком с инвалидностью, это 80-е годы, когда вердикт был простой. Мне 23 года, у меня вердикт нетрудоспособна. И что бы я ни могла, не умела, не хотела, я сразу исключалась из общества полностью, да, и оказалась в четырех стенах. Спасло только то, что образовалось вот это Всероссийское общество инвалидов, куда я пришла и где я смогла реализоваться. И у нас и сегодня возникают вопросы. Мы абсолютно каждый, будем говорить, месяц решаем вопросы, например, вопросы образования детей, когда директор школы может спокойно сказать: я не вижу вашего ребенка в нашей школе, я считаю, он должен быть в интернате. И только с подключением, представляете, министра образования мы эти вопросы решаем. Или когда в целом система образования одного из районов говорит, что ваши дети не будут у нас учиться. Они должны учиться там отдельно, и опять же идет разговор об интернате. Почему? Почему сегодня дети должны лишиться своего главного права нахождения в семье? Почему? Первое. А второе – это, конечно, образование. Поэтому мне кажется, что здесь в большей степени нам и нужно работать над тем, чтобы менялся менталитет, чтобы менялось отношение, а оно будет меняться только тогда, когда не будет больше вот такой вот истории, вот этой вот, как мы говорим, громкие, может, слова, но изоляции, сегрегации, оно все существует, оно до сих пор все есть. Мне очень понравилось выступление одного голландского общественного деятеля,
когда он нам рассказывал про создание доступности в странах Скандинавии, и когда ему говорили, это же огромные деньги, вы тратите там, ну зачем там, он сказал, вы знаете, мы как-то сели и вдруг поняли, что старыми-то станем мы все. А старый человек – это практически каждый из пожилых людей, это люди, имеющие определенные трудности. Плохо вижу, плохо слышу, коленки не гнутся, подниматься сложно. Мы, говорит, просто стали всю среду делать для себя. Мы заранее готовим себе будущее. Ну и последняя его фраза была, он говорит, запомните раз и навсегда, инвалидами становятся все, но не все до этого доживают. Поэтому вот если мы это поймем, и должны это понять, то не нужно говорить, своевременно или не своевременно. Мы же собираемся жить. И я думаю, что и мир еще будет существовать достаточно долго. Так давайте создадим условия, чтобы тем, кто придет после нас, было комфортно здесь. И тогда мы не будем считать деньги. И самое главное, что я скажу, ведь на самом деле деньги выделяются огромные. Они просто огромнейшие, да? И вот как они используются и на что, это уже другой вопрос. На сегодняшний день мы, наверное, не готовы выйти, предположим, на улицу. Хотя у меня такой опыт был, мы в Ухте выходили и собрали огромное количество людей, когда мы шли за безбарьерную среду. Мы шли с транспарантами, мы подошли к администрации, все депутаты вышли, и после чего принималась программа «Доступная среда». Пока мы об этом не говорим, потому что у нас еще теплится надежда, что те органы, которые обязаны все-таки, да, ну, надзорные и контролирующие органы, они сделают свое дело. И, я не знаю, через штраф или через убеждение, я не знаю, через что, все-таки изменится ситуация. Мы та организация, которая не говорит сегодня, дайте нам на это, там, дайте нам, я не знаю, на какие-то блага. Мы сегодня, если честно сказать, просим республику, правительство республики, дайте нам полномочия общественного контроля, например, за созданием доступности. Да? Мы ведь для этого подготовили экспертов, у нас есть хорошо подготовленные люди. Отдайте нам это, не будут муниципалитеты этим заниматься, не будут, нет у них ни людей, ну и, наверное, ресурсов. И все, что мы не предложили, в том числе мы ведь разработали свои стандарты. И там не говорится, что возьмите и прямо сейчас сделайте пандус. Мы говорим, что есть несколько этапов, и мы их готовы принять, и мы их согласовали. Давайте мы вот эти этапы реализовывать через этот стандарт. Все нам вернулось. Мы отработали, ну, знаете, сумасшедший документ. Это дорожная карта, как развивать в республике доступную среду. А на кого заинтересовал? Никого. Все абсолютно нам вернулось. Поэтому вот это меня сегодня очень сильно напрягает, и от этого вот эта вот острота, потому что мы готовы сами участвовать, мы готовы сами, даже сегодня можно говорить о том, что ведь мы сегодня ведем уроки доброты в школах, меняем отношение детей, да, к инвалидам и инвалидности. Мы сегодня ведем семинары по пониманию инвалидности для министерств, ведомств, для учителей, директоров школ, там, для персонала. Мы это делаем, мы это ведем. И когда мы тоже говорим, а давайте это как-то сделаем вот на уровне республики, чтобы это была обязаловка там, для школ, для всех, да? Чтобы это было, чтобы мы понимали, что это приветствуется. Это тоже проходит вне всего, то есть это тоже не принимается. Поэтому вот еще раз, это и вызывает наш протест, это вызывает вот эту вот остроту, которая есть. Но еще раз скажу, что мы все-таки решили применить метод немножко другой, то есть мы сегодня будем собирать всю информацию, которая существует, доводить до тех, кто ее должен решать, и доводить до людей, которые к нам обратились, что же случилось. Если вопрос не будет решаться, но у нас есть спокойное право обратиться в суд. Деньги, которые мы берем через проекты, через гранты, они невелики, абсолютно. Они, конечно, нам очень важны, но они невелики. И на сегодняшний день, ну, я не знаю, я не думаю, что мы очень зависимы.
Мы можем сегодня и говорить, и выдвигать. И я думаю, что для этого у нас есть абсолютно все. То есть, наверное, пока нас еще никто, как это сказать, никто нам не препятствует. В Ухте я была буквально в первой пятерке тех, кто вступил в «Единую Россию». И, наверное, не потому, что это я прям так очень хотела, потому что, поговорив со своими наставниками, я поняла, что это нужно было делать. И я ни разу не пожалела об этом в Ухте, ни разу, потому что, во-первых, тот депутатский корпус, который был, это были ребята, все имеющие отношение к «Единой России». К «Единой России» это, знаете, это была достаточно сплоченная команда единомышленников. И самое удивительное, но сборы были всегда в нашей организации, у нас позволяли и площади, и все. И они нас слышали. То есть, хотела бы сказать, мы слышали, но они, я имею в виду те ребята, которые были. Они принимали программы, проекты, которые были направлены на улучшение жизни людей. Принята программа, значит, по обеспечение детей с особыми образовательными потребностями дополнительным оборудованием. Это впервые, до сих пор это единственная программа, которая есть в республике. И там были великолепные деньги на то, чтобы помочь детям, нуждающимся там, в вертикализаторах или там, лупах электронных, приобрести их тогда, когда они идут в школу. И сегодня Ухта единственный город, где есть реестр всех детей и их потребностей. То есть они готовятся заранее, что ребенок придет в ту или иную школу или детский сад. То есть на тот момент вот мне было работать легко, они слышали. Мои коллеги нас просто слышали. Если говорить, что происходит сегодня, я думаю, что и в Ухте немножечко такой накал страстей снизился. То есть и там не вижу я такой вот большой активности сегодня. Если я там могла своих коллег, людей с инвалидностью, просто убеждать, что нужно идти голосовать за «Единую Россию», потому что мне было что им предъявить. И это было воочию видно. То сегодня я не знаю, что я могу предъявить. Мне нечего сказать людям. Мне сегодня конкретно говорить там, что выделяются там деньги, может, на дороги, еще на что-то, это одно. А что конкретно для этой категории сделано? Если мы сегодня до сих пор наблюдаем практическое отсутствие доступной среды. Она есть, но она небольшая, она точечная. Да? Если мы сегодня наблюдаем, что можно унизить человека, который имеет статус инвалида, да? Открыто это можно сделать. Если сегодня предлагают нашим детям идти в интернаты, если сегодня, кроме вот программы «Дополнительный перечень ТСР», это вот тоже мы благодаря депутатам Госсовета 2 года назад сумели пробить, и вот он 2 года существует, а я больше ни о чем сказать не могу. И ведь в республике когда-то, ведь в 2011 году, в 2013 был принят закон о квотировании. Были внесены туда очень хорошие статьи, которые помогали людям с инвалидностью, если их не берут на работу, то хотя бы найти возможность работать в других организациях, да, которым финансируется по соглашению. Я могу называть, например, «Газпром». Когда сегодня у них не выполнено 87 по квоте рабочих мест, но они по закону правы, у них есть вакансии, они говорят, да приходите. Но кто попадет в «Газпром» по вакансии среди вот нашего контингента? Если идти к людям, нужно говорить, что мы делаем. И когда мы сегодня говорим, ФАПы закрываются, да, там образование оптимизируется, да, наши ребята остаются вообще вот просто один на один в 4 стенах с собой, что я могу им сказать? Если мы хотим этих людей привлечь, они очень активны вообще-то, то, значит, это не только то, что прийти к нему на дом или создать условия, там, пандус построить на избирательном округе. Нужно говорить ему, что сделано. Активность у нас в России, она существует, очень такая прогрессирующий рост идет в нескольких регионах. И я это могу сказать однозначно, это вот Москва для меня и Архангельск.
Почему Архангельск? У меня просто там очень много коллег, которые объединились в ассоциацию общественных объединений, да, которые постоянно лоббируют свои интересы, несмотря на то, что инвалиды федеральные, в их законодательную власть. И они могут и протестовать, они очень много работают и по проектной деятельности. Ну, Москва – это то, что мы видим по телевидению, да, то есть там выходят люди на митинги, протестуют, что-то добиваются, хотят что-то, вот. А у нас, если говорить про Коми, но опять же это, наверное, в силу меня, что я, наверное, не интересуюсь чем-то, я только слышу активность очень большую, это по вопросу ШИЭСа. Вот, ну, я еще знаю, что там по водному происходит, да, там в Ухте, когда возникает какая-то трудная ситуация, то ко мне-то люди еще обращаются, я тоже встреваю, вот как там было по оптимизации медицинской. Мне почему-то не кажется, что в Коми вот какая-то такая активность. Но я сужу только со своей точки зрения. Однозначно поддерживаю, хотя я, может быть, в экологии не совсем хорошо разбираюсь, но я, работая с Владиленой Гемадиевой, очень много услышала, узнала, она меня просвещала как могла. Я думаю, что это действительно достаточно серьезная тема, серьезный вопрос, но... Знаете, здесь, наверное, вот сейчас уже идет больше возмущения не потому, что там хотят построить полигон, там засорить природу, там еще что-то. А у нас, например, когда мы эту тему обсуждаем, у нас больше протеста идет это отношение власти к этому вопросу. Потому что, я не знаю, ну, если протестует такое огромное количество людей, то почему мы не прислушиваемся, мы начинаем с ними какую-то войну? В Ухте все, что есть на поле некоммерческого сектора, все, кто были, все друг друга знали, все были объединены, приходили друг к другу там и на поддержку, и на помощь, и все. Мы как бы были единым целым, может, потому что город такой компактный, да, небольшой, может, потому что это были все организации ухтинские, а в Сыктывкаре сегодня расположены ведь республиканские организации и сыктывкарские организации. Вот этого вот единения, его здесь нет, его вообще не наблюдается вот как таковой. Либо, если оно есть, то тогда опять же организации инвалидов ну, как-то не считают нужным приглашать к себе. То есть, наверное, это не те организации, я так думаю. И мы работаем в большей степени, это сами по себе, это Всероссийское общество слепых, глухих и ВАИ, Всероссийское общество инвалидов. Все остальное, даже когда мы проводили акции, мы же здесь выходили на улицы, но мы их делали такими мирными, но ведь практически другие организации-то нас тоже ведь не поддерживали, хотя мы и обращались. Здесь немножко такое вот сообщество, оно как бы разрозненное. И я думаю, что это, наверное, от того, что мы вот и разноуровневые, скорее всего. Может быть, нет лидера, который мог бы объединить это все. Нет такого, ну, может быть, такой структуры, такой организации, где мы могли бы проводить там дискуссии какие-то, да, и дебаты тоже, да, обсуждать темы, а где мы бы взаимодействовали как лидеры, а не как инвалиды или экологи. И мне кажется, что тогда мы могли бы приходить друг другу на помощь. То есть нет какого-то координирующего такого органа и площадки. Вот во времена работы в палате у нас была такая возможность, проходили форумы, да, где тоже разбивались там на различные темы, обсуждали, говорили. Была возможность высказаться. Вот была возможность высказаться и услышать друг друга. Власть, я имею в виду правительство, да, Единая Россия, все равно друг друга слышали, знали и работали, как бы шли рука об руку, то есть рядышком. На сегодня, то есть если что-то надо было в Единой в России, какие-то вопросы, какие-то проблемы, то, мне кажется, все это сразу уходило, и правительство решало эти вопросы. А потом, может быть, это зависело от лидера. Потом активность самих членов, да, партии. Наверное, финансирование было другим, потому что, ну, вот Наталья Алексеевна пришла, надо было там, насколько я знаю, там закрывать долги какие-то, еще что-то. Это же не просто так. То есть, значит, где-то что-то оборвалось, где-то что-то не получилось, и от этого, я думаю, что пошел вот такой вот уровень.
Поэтому вот мне кажется, что самое главное, это, ну, это ли партия, или еще какая-то другая. Если работают они, вот опять же, в партнерстве с властью, то, мне кажется, все будет нормально. Мы хотели бы на примере города Сыктывкара пока показать, что из себя представляет город Сыктывкар. И для этого город разбит на сектора. Есть сегодня анкеты, которые заполняются по каждому объекту. И для нас очень важно, чтобы к нам пришли на помощь люди, то есть так называемые волонтеры, те, кто хотят помочь нам вот увидеть этот город, увидеть каждый объект и посмотреть, может, мы тоже не правы. Может быть, у нас все так хорошо, а мы об этом, а мы только, как всегда, да, что-то хотим, чего-то кричим, чего-то требуем. Поэтому вот этот мой призыв, он к тем людям, которые хотели бы нам помочь, и помочь промониторить наш город Сыктывкар, посмотреть, что же все-таки он из себя представляет, на доступную среду, на возможность вхождения в объекты, ну, давайте уже так говорить, не только людей с инвалидностью, а наших бабушек, дедушек, да, пожилых людей, людей временно нетрудоспособных, мамочек с колясками. Давайте посмотрим, что такое сегодня город Сыктывкар вот на эти условия. Я начинала работать в 90-м году. И когда только появилась организация, у нас молодежи было просто немерено. Когда сегодня я вот тоже сейчас говорю, доступности нет, тогда ее тоже не было. Но почему-то люди шли, они очень хотели. И у нас вот в Ухтинской организации работало где-то 12-13 человек. Плюс рядышком были ребята, у нас были там клубы знакомств, мы проводили брейринги. Я не знаю, что не было, все было. А люди вышли, они очень хотели активно жить. Сегодня та часть, которая имеет внутри себя вот это желание, активность, она, в принципе, без нас найдет себя. Там работа дистанционно, на дому, еще что-то, да, там, ну, кто-то не хочет работать, он будет сидеть дома, потому что у меня такие случаи были, я сплю до 12, поэтому не могу прийти на работу, да, там только вечернее время. Но я все равно считаю, что на сегодняшний день позиция самих людей с инвалидностью, она не активна. Возможно, играет роль то, что, сидя дома, мы сидим в гаджетах. Возможно. Возможно, устраивает то, что я все-таки получаю пенсию, плюс мои родственники мне помогут. Но мне кажется, что это вот совершенно неправильный подход, и нам нужно менять отношение самих людей с инвалидностью, ну, к их же жизни. И здесь я вижу сейчас только одно – я вижу, что мы это и делаем сейчас, это вхождение в семьи. Работа с семьями, где есть дети-инвалиды, потому что мы сегодня понимаем, что если родитель сам не изменит свое отношение, да, к своему ребенку, как вот пришли в одну семью, где ребенку 13 лет, детский церебральный паралич, но мама его кормит с ложки, он мог бы кушать. И когда задаешь вопрос: Татьяна, ну почему вы его кормите-то? Он же, ну пусть тихонечко, но он сам. Колоссальный ответ. Так он сейчас все кругом набрызгает. Мне надо снять с него одежду, постирать, все кругом убрать. Да лучше я его сама накормлю. Вот родители должны менять это. Они должны дать возможность человеку научиться самому. И тогда у него будет желание свободно выходить. Он не будет настроен иждивенчески, что ему действительно все должны. Когда я привожу опыт других регионов, мне все время говорят: что вы нас сравниваете с Ханты-Мансийском? Или чего вы нас сравниваете с Тюменью? Или с Омском? А с кем? Я не знаю тогда с кем. Но почему в других регионах, даже вот те, которые я назову, Омск, Томск, Тюмень, почему там работают законы, и они не имеют обратного хода? Почему там сегодня, например, тот же Сбербанк обеспечил рабочими местами всю область? Почему он это сделал? Почему там Лукойл работает на все 100, но у нас тоже, правда, но только как бы в Усинске, да? Почему там по доступной среде контроль взят именно общественными организациями, это можно? Почему спорт развит так, что просто созданы огромные центры, где люди занимаются этим спортом? Ну почему там можно? Та же социальная реабилитация, почему у нас нельзя? Понимаете, то есть вот на сегодняшний день этот опыт есть. И мы его показываем, но его всегда принимают немножко в штыки, потому что
Почему-то у нас на это нет то полномочий, то денег. Ну, если говорить конкретно по мне, то я бы не пошла и не пойду. И не пойду, потому что, ну, я, наверное, слишком хорошо знаю эту кухню. Это первое. Сегодняшнюю. Если я сегодня не вижу, я не чувствую, что можно что-то изменить. Вот я не чувствую, либо во мне нет уже вот чего-то такого, что я могла бы там сделать. Может быть, есть люди, которые могут. Я не вижу смысла тратить вообще свою оставшуюся жизнь на то, чтобы где-то вот это вот доказывать и потом спокойненько выдыхать, когда тебе говорят, что нет возможности. Ну, я же хорошо понимаю, что не все зависит от депутатского корпуса. И даже если, предположим, сама в этом была, если, предположим, мы хотим что-то принять, а власть нас исполнительно убеждает, и она может убедить, да, что это вот сейчас не может быть, это не так. Правда, иногда нас и как это, обводили вокруг пальца, когда говорили, что нельзя, мы тоже верим, потому что мы же не юристы, мы общественники пришли, которые как бы каждый представлял какую-то группу населения. И я просто очень хорошо понимаю, что не все сегодня во власти депутатов, не все. То, как задумывалось все, что депутатский корпус это должно быть выше, да, и они, если сказали да, то да. А мне кажется, сегодня немножечко по-другому, пусть на меня никто не обижается, но это действительно так. Что-то такое вот происходит, что почему-то возникает какое-то вот недоверие. Ну, возьмем опять же тот же закон, может быть, он нас не очень касается, но он же касается очень большого количества людей, будем говорить о пенсиях, да, то есть о выходе на пенсию и все. Ведь опять же, что вообще порождает недовольство? Я уже говорила на примере ШИЭСа, да, не то, что вот экологическая проблема, да, но самое-то главное – не слышат. И здесь то же самое. Ну как так можно было, когда был полный протест, да? Ведь все регионы протестовали, какое количество людей говорили отрицание на этот закон, и все, но он же все равно принят. И когда вот происходят вот такие вот вещи, конечно, возникает вот это непонимание, недоверие. И очень часто, я говорю, я вообще всегда, где бы мы ни были, что бы мы ни говорили, я всегда была в защиту вообще власти, ну, потому что близко к ней была, да. А я сейчас такую нейтральную позицию занимаю, потому что мне не хочется, чтобы агрессия была, вот прям вот, потому что люди либо агрессируют, да, либо... А ничего другого я не могу. Я просто это слушаю, я слушаю людей, что они говорят, я слышу своих коллег, там, людей с инвалидностью, и я понимаю, что вот что-то не так идет. Вот чего-то идет не так, и нас это не устраивает. То есть, наверное, мы все-таки нутром чувствуем, что нас не слышат, что нас не понимают. Вот где вот это вот произошло, где винтик разболтался, да, на самом верху ли, в серединке где-то, или в регионе, или в муниципалитете, я не знаю где, но что-то такое произошло, что люди начинают вот говорить и говорить и говорить. Пока это, например, если взять меня, то у нас это в большей степени, конечно, это разговоры людей, которых я знаю, как говорят, кухонные. То есть мы эту тему обсуждаем, мы обсуждаем, почему. Мы пока не говорим о том, что надо куда-то идти, нет, но мы пока думаем, почему так происходит. Средства массовой информации. Как положено по закону, они там публикуют, например, доходы депутатов. И когда мы понимаем вот эту вот разницу, а еще публикуют средняя зарплата в Коми. А на самом деле мы кто вот мы, да, у нас нету там 53 тысяч, я не про себя говорю, да, там или 47, или сколько. Вот когда вот люди это все видят, и когда они понимают, что что-то нас как-то вот за кого-то держат, да, что одни вот так живут, а другие так. Вот почему-то власть сверху говорит, что у нас такая зарплата, а мы здесь вот такое получаем. Вот это и вызывает вот эту вот агрессию какую-то, да, потому что, ну, все хотят хорошо жить. Мы сегодня знаем, что это такое. Если раньше мы все были одинаковые, да, там, ну, чуть меньше, чуть больше, а сегодня мы все знаем, что такое вот свободное передвижение, свобода выбора. Это хорошо все понимают, но у тебя этого нет. И в то же время, вот буквально на днях обсуждали,
с коллегами эту тему, ну, часто ее трогаем, и когда говорят, да, вот оно как-то, да, у них там вот так, а у нас так, но все равно как-то выживаем. Это русский народ. То есть мы выживем, да, в любой как бы ситуации, но уже ведь не хочется, мы же понимаем эту другую жизнь, хочется ведь хорошо пожить. Мне кажется, она не боится, не считает нужным. Ну, принято решение наверху. И потом ведь смотрите, ведь ШИЕС это, наверное, самое такое долгое, что есть. Обычно ведь все равно же мы бунтуем, та же пенсионная форма, да, люди же бунтовали, потом все сошло на нет, потому что приняли закон, ну что уже сделаешь, он уже принят. Поэтому мне кажется, что самое главное, нет, никто никого не боится, просто выжидают и все остановится. У нас же всегда на кого надеемся? Приедет барин, рассудит. Это так было, так есть и будет, это наш менталитет, нам от него пока не уйти. Я вообще думаю, что изменится все только тогда, когда появится новое молодое поколение, которого, может, уже даже, это, наверное, не те дети, 100%, не 90-х и даже не 2000-х. Это придет новое поколение, у которого совершенно другое будет мышление. И дай бог, может быть, все вот эти стереотипы и менталитет уйдет. Поэтому, а сейчас я всегда говорю, я пришла в эту жизнь для того, чтобы жить, радоваться, наслаждаться. Я не имею в виду усилительные вещи, да, наслаждаться этой жизнью. И говорю всем своим коллегам, своей семье, детям, внукам, я всегда говорю только одно: самое главное, что делаешь ты. Вот будь человеком, самое главное, что делаешь ты. Поэтому, что бы ни происходило, вот все равно мы с вами подходим к тому, да, там наверху власть, еще что-то. Но я, наверное, не воин в плане ехать там на митинги, еще куда-то, да. Я поставила перед собой задачу. Она у меня идет очень трудно. То есть, вот еще раз, изменить условия, в которых живут инвалиды республики. Она идет трудно, но мы все равно вот просто мы идем, мы стараемся, мы каждый раз что-то делаем для того, чтобы эту ситуацию изменить. Вот я считаю, что моя задача изменить отношение общества к инвалидам, ну не моя лично, моих коллег тоже, да, и изменить самих инвалидов через создание им вот этой комфортной среды, то есть это условия доступности. И вот я думаю, что я так буду этим дальше заниматься.